Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Приехала на стройку детей. В прошлом году они открыли селену, в этом году. Вот какая история. Ни один мини-трактор не берется. Но нашли тракториста с фрезой. Попробует спахать. 5-6 человек нам уже отказали. Сейчас вот молодой пацан попробует пахать. Юля с Салаватом на работе. Приходится мне ходить, добиваться, смотреть, как пашут, показать, сколько нам пахать. Здесь у нас пока дела не продвигаются. Салават делает ремонт у своей матери в доме. Я в огороде посадила 1,5 ведра всего. И вот Юля с Салаватом посадят там у родителей в доме. Сюда еще хотим посадить. Все равно землю надо обрабатывать. Чтобы земля стала плодородная. Но, конечно, в этом году травы много будет. Но ничего. Осенью придется еще раз спахать. Весной еще обработать в следующем году. И будет красота. Конечно, трактору тяжело, наверное. Но тракторист молодой. Не стал спорить. Стал пахать. Сказал 2 раза спашу. Ну и спасибо, что он согласился. Здесь стройки. Люди теплицу поставили. И с этой стороны вон загораживают. Салавату останется только спереди загородить и поставить ворота. Земля черная, очень хорошая. Первый год все говорят, может картошка не вырасти. Вот так хорошо пашет трактор. Он сказал 2 раза пройду. Мужа моего нет, он бы здесь чем-нибудь да занялся бы. Вот здесь надо будет все почистить. Один день надо субботник сделать. Здесь гравий. Вот мне тоже надо будет около ворота стелить такие гравии. Они застывают, как асфальт. Но, правда, сначала грязь, вот эта краснота будет заходить домой. Когда я в деревне ездил, там гравий красный. Я еле отмываю машину. Вот на таком состоянии пока дом. Пока нет финансов достроить. В этом году, наверное, также будет стоять. Ну ладно, есть где жить. Когда-нибудь да достроят. Как назло, по всей деревне нет воды. Отключили воду. Хорошо, что у нас есть и в бане вода, и в огороде вода, полы помыть, убираться. Можно и посуду помыть. Но готовить никак.
Парнишка-то молодец. Пашет хорошо. Да, когда селену открываешь, плоховато, конечно, первые 2 года. А потом все будет хорошо. Если сегодня не сможем, то завтра, наверное, к вечеру приедем картошку посадить. Вместе с детьми, Алла верса. Вот красивый дом. Здесь, по-моему, уже живут. Улица спокойная, красивая, новостройка. Кругом красивые дома. В такое тяжелое время тоже умудряются как-то строить дом. Я уважаю таких людей, что живут не зря, что стараются, выходят из положения, берут кредиты, оформляют ипотеку. Но как-то люди живут. И живут, как видите, красиво. Вот видите, везде уже работают, стучатся, что-то делают. Люди живут у нас красиво. Да и не только у нас. Это, наверное, везде. Но я очень радуюсь, когда мой народ моего села Терлибашева трудятся. Пахали детям землю очень даже хорошо. Уже картошку посадили, баню затопили. 2 девочки маленькие, внученьки мои, купаются. Они уже могут самостоятельно купаться. Мальчики полили огород. Огурчиков пока не посадила здесь. Вчера посадили с Юлей лук. Теплицы пока не работаю. Так же все. А какие яблони красивые. Беленькие, беленькие. Ой, столько цветочков. А аромат, запах такой. Ветра нет, так тихо. А пчел сколько летают. Яблони одели белые платья. Шила платье для них Юля. Всем привет-привет. Молодец. Даже маленьких белишь, да? Да. Чтоб красиво было, Молодец. а то обидится. Да, правильно. Обидятся деревья. Ой, красота. Здесь я пустила немножко вертушку. Здесь я посадила, вы знаете, картошку. Пока картошки не видно, у нас очень сухо. Напора нет. Кто-то у меня спрашивал, принялись ли саженцы из сады Урала. Да, принялись, только я не знаю, что. Вот они. Вот еще. Даже бутончики есть. А это вишня карликовая. Посмотрите, красота какая. Эту смородину отсюда я посадила. Вот здесь еще что-то вот. Вот здесь. Какие растения, я не знаю. Когда ягоды будут, я узнаю. Полила малину сегодня.
Эти малины у меня давнышние. А вот этих я посадила в прошлом году. У них только-только начали листочки появляться. Сюда я посадила свеклу красную. А сюда я посадила зелень, салат, петрушку, укроп. Пока вот так смотрится наш огород. Уже как только Юля покрасила яблонь, уже стал вид другой. Это абрикос тоже выписывали из сады Урала. Это тоже абрикос, а это яблоня, тоже из сады Урала. Вот винограда у меня пока что-то не видать. Привезли брат с женой сливу, как большое дерево будет, сказали. Тоже слива принялась. Вон листочки есть. Ну, пока как-то вот так. Посадила петунии, которые брала у Артура. Здесь тоже все деревья побелили. Эти цветочки завтра поедут на кладбище. Я решила посадить живые цветы. Там у моего сыночка растут пионы, розы, гвоздика. Клематис у меня принялся. И здесь тоже цветочки все принялись. Сюда тоже посадила тунию «Звездная ночь». Здесь тоже Юля всех деревьев побелила. Стало приятно смотреть. Здесь уже цветочки растут. Полили все. Вон какая красота. Все белое, все красивое. Кругом все цветет. А вон наша звезда Ютуба. Я ее сюда привязываю. Домой хочет, уже вечер. Что ты моя радость? А, красотулечка ты моя. Чего чихаешь? Простыла, что ли? Ой, мухи около тебя. Нет, комары тебя кусают. Ох, эти комары. Откуда они появились? Обычно они у нас мало бывают. Вот ты моя. Домой пойдем? А? Красавица моя. Сейчас домой пойдем. Ну что, трава сочная? Наелась? Ой, ты моя. Красотулечка ты моя. Да, хорошо нагрызла траву. А водичку почему-то не пила. Сейчас я козочку свою заберу домой. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.